Украина получила от Евросоюза 1,5 миллиарда евро. Это 9-й транш макрофинансовой помощи. В целом бюджетная поддержка ЕС в 2023 году составляет 15 миллиардов евро. С вами Нехта. Все самое важное и интересное на этот час. Власти США и Израиля ведут переговоры по освобождению заложников. Их число снова выросло. Армия РФ перебрасывает дополнительные силы под Авдеевку и использует там совершенно странные методы ведения войны. Миру нужен новый миропорядок. Песков согласился с Байденом, но слова, как обычно, извратил. Мы абсолютно согласны с господином Байденом. Доброе утро, друзья! Для начала снова о наболевшем. Все просят лайки, и я не буду исключением, ведь для команды Нехта очень важна ваша поддержка. Ваша активность говорит YouTube о том, что мы вам интересны, и это очень поможет продвижению наших видео. Итак, вперед к новостям. В заложниках у Хамас находятся 222 человека. Обновленные данные привел представитель армии обороны Израиля Даниэль Хагари, сообщается на сайте Цахал. Информация о числе заложников изменяется, так как среди них много иностранных граждан. Для их идентификации и оповещения семей требуется время. Накануне армия обороны Израиля сообщала о 212 заложниках. Тогда военные уточняли, что цифра не окончательная. Многие числятся пропавшими без вести. Также в Цахал сообщили, военная операция может быть остановлена, если все заложники будут освобождены. Как пишет Bloomberg, операцию в Газе Израиль отложил по просьбе США из-за того, чтобы провести тайные переговоры по освобождению при посредничестве властей Катара. И, к сожалению, мы продолжаем находить еще тела жертв, а примерно 300 человек все еще не опознаны, потому что тела настолько обезображены, что их просто невозможно опознать. И именно поэтому уточняется, и я не уверен, что вот это число 222 заложника окончательное. Возможно, что количество людей, находящихся в руках у террористов, захваченных ими в качестве живого щита, может быть еще больше. И среди них, как вы верно отметили, есть самые разные люди, как с точки зрения гражданства, так и в контексте возраста. Среди них есть младенцы, есть даже один ребенок, у которого террористы убили обоих родителей, а его забрали в качестве заложника. Это действительно один из факторов, которые влияют и не могут не влиять на действия различных стран, на действия лидеров Израиля, но они не станут иммунитетом. И я хочу это отметить. Если террористы надеялись, что таким образом, приобретя тот самый человеческий щит из тел наших мирных людей и давным-давно используя, кстати, в течение многих лет свое собственное гражданское население в качестве живого щита, если они думали, что они приобретят таким образом иммунитет, то их ждет большое разочарование. В Газу поступила третья партия гуманитарной помощи. Египетский Красный Полумесяц сообщил о доставке груза через пограничный переход Рафах. Это третья за последние дни партия помощи, доставленная в анклав. Количество грузовиков, доставивших помощь, не уточняется. ЕС считает самым важным доставку гуманитарной помощи в Газу и продолжает переговоры о гуманитарном прекращении огня. Обсудить вопрос собрались министры иностранных дел в Люксембурге. Глава МИД Германии Анна-Лена Бербок выступила против такой гуманитарной паузы. Сейчас самое главное – это обеспечить доставку гуманитарной помощи в сектор Газа. Я не могу предвидеть результаты встречи, но это, безусловно, то, что министры должны будут обсудить. Генеральный секретарь ООН очень просил об этом. Лично я считаю, что гуманитарная пауза необходима для того, чтобы позволить доставить и распределить гуманитарную помощь. Венгрия заблокировала выделение 500 миллионов евро из Европейского фонда мира Украине, сообщил журналист радио «Свобода» Рикард Йозвек. Причина все та же – пресловутый OTP-банк. Его по требованию властей Венгрии Украина уже исключила из черного списка бизнесов, которые работают в РФ. Однако теперь Будапешт хочет юридических гарантий, что это навсегда. Ну а глава МИД Венгрии Сиярто на встрече с коллегами снова призвал к миру в Украине. Еще одним вопросом на повестке дня заседания глав МИД стран ЕС была война в Украине.
Почти все мои коллеги или очень много коллег употребляли выражение «усталость от Украины», которое означает, что очень тяжело сохранять в общественном мнении и в СМИ интерес к тому, что происходит в Украине. Если это правда, то этот факт доказывает необходимость скорейшего заключения мира. Многие коллеги говорили, что конфликт в Израиле плох еще и потому, что Украине достается очень мало внимания. И сегодня мы гораздо дольше говорили о событиях в Израиле, чем об украинских событиях. Российская армия перебрасывает дополнительные силы под Авдеевку в Донецкой области, сообщается в ежедневной сводке Института изучения войны. Российское наступление на Авдеевку столкнулось с большими трудностями и такими же, что и украинское контрнаступление под Запорожьем, пишет институт. Z-блогеры пишут о позиционном тупике. Авдеевка сильно укреплена и защищена минными полями. Дроны и высокоточное оружие затрудняют маневры бронетехники армии РФ. В подобном положении была и украинская армия на юге страны в первые недели наступления летом, отмечают аналитики. После этого украинская армия адаптировала свою тактику. Ну а тем временем россияне, чтобы подобраться ближе к позициям ВСУ, начали применять совсем странную тактику и копать тоннели. Ну, как угодно мы там, за последнее время там, войны называем там, представителей этой недонации, да, но кротами мы их еще не называли. Хотя вот эти, не знаю, может они там, знаете, вжились в роль там шахтеры Донбасса, там, ну не знаю, может какие-то игры у них там, не знаю, игрища. То, что они рыли тоннели, эти мышеройки, как их называли на запорожском направлении, то есть они это и раньше делали, и на херсонском направлении тоже они там лабиринты пытались под землей рыть. И рыли, кстати. У нас немножко другая история, потому что грунты очень отличаются. Глинозем, он очень тяжелый, и его просто так ты, даже киркой не возьмешь, а тем более на глубине под землей. Чернозем – это небольшой слой, там местами там максимум до 1,20 м, 1,30 м, и то это максимально. Все остальное глинозем. Это очень тяжелый и такой, непробиваемый грунт. Да, есть такая история, они пытаются это делать, но в большей степени это как бы смешно. Ребята это видят, ребята там отрабатывают эти все истории, заваливают их там. Опять же, как-то серьезно к этим вещам, какие-то риски от этих их действий там, мы не видим, потому что действительно смешно. Вырыт он себе нору, там пророет он 3-4 метра, его артиллерией завалят, и как бы на этом все заканчивается. Российское правительство все больше тратит на войну с Украиной. В проекте госбюджета на будущий год расходы на оборону вырастут примерно на 68%. Документ проанализировала британская разведка. Военные расходы РФ составят около 6% ВВП, тогда как финансирование образования и здравоохранения будут заморожены на уровне 2023 года. Постоянное увеличение военных расходов будет способствовать инфляции и вынудит российское правительство принимать трудные решения о финансировании войны, что, вероятно, усилит финансовое давление на российский бизнес. При этом любое существенное сокращение военных расходов в будущем, скорее всего, лишит российскую экономику важной движущей силы перед лицом санкций. Редкое и совершенно уникальное зрелище. Песков согласился с Байденом. Так в Кремле прокомментировали слова американского президента о необходимости создания нового мирового порядка. Правда, по традиции Песков исказил смысл сказанного. Байден заявлял, что новый мировой порядок построит США. А у Пескова, конечно же, свое мнение. Мы абсолютно согласны с господином Байденом. Это тот редкий случай, когда мы абсолютно согласны с тем, что он сказал. Действительно, мир нуждается в новом миропорядке, основанном совсем на других принципах, свободный от попыток концентрирования тех механизмов мирового управления в руках одного государства, свободный от попыток навязывать другим странам свою волю, свои решения и так далее и тому подобное. И наоборот, миропорядок, который зиждется на международном праве, а не на правилах, который зиждется на взаимном уважении, взаимной выгоде.
Бывший глава фракции партии регионов в Верховной Раде и соратник Януковича Александр Ефремов перед вторжением уехал в Москву, выяснили журналисты украинского проекта «Схемы». В Украине одиозного регионала обвиняют по ряду статей, в том числе и о госизмене. Неформальный смотрящий за Луганской областью способствовал захвату Луганска сепаратистами в 2014 году. В 2019 году он вышел под домашний арест после 3 лет пребывания в СИЗО Старобельска. А потом и вовсе уехал в Москву через Словакию. Теперь он там преспокойно живет в одной из своих роскошных квартир. Суммарная стоимость найденной журналистами московской недвижимости семьи Ефремовых составляет более 4 миллионов долларов. Схемы позвонили Александру Ефремову на его русский номер. На вопрос, что он делает в Москве и планирует ли возвращаться в Украину, ответил: «Вы знаете, у меня не входит в планы давать сейчас какие-то интервью». В ответе Схемам в офисе генерального прокурора Украины сообщили, что у Ефремова нет меры пресечения и в розыск не объявлялся. Украинское скифское золото пытались продать в Испании. Полиция Мадрида изъяла золотые украшения 8-4 века до нашей эры стоимостью в 60 миллионов евро. Предметы относятся к эпохе скифов. Они были украдены из музейной коллекции Киева еще в 2016 году. Злоумышленники пытались нелегально вывести их из Украины и продать в Испании. Правоохранители арестовали 2 испанцев и 3 украинцев. В Португалии умер старейший пес в мире. Бобби прожил 31 год и 165 дней, пишет Daily Mail. Пес, чистокровный Рафаэль ду Алентежо, был удостоен титула книги рекордов Гиннесса как самая долгоживущая собака в мире. Бобби умер на португальской ферме, на которой провел всю свою жизнь. An entire day devoted to celebrating the oldest dog in the world. На этом ставлю точку. Благодарю, что были с нами. Если вы хотите получать информацию более оперативно, приглашаю присоединиться к нашей многомиллионной аудитории в Телеграме или Иксе. Поблагодарить нас за работу можете с помощью кнопки «Спасибо» под этим видео, ну или по ссылке в описании. До новых встреч, хороших новостей. Слава Украине! Живи Беларусь!